Итак, друзья, здравствуйте. Это рубрика «Просто тех». О технологиях для всех. Давненько с вами не виделись. Ну, раз я тут появился, значит, не с пустыми руками. И у меня для вас припасено кое-что интересное. Как вы заметили, я снова не в студии. Сегодня мы в гостях не у билет-фильма, а у магазина Xiaomi, который расположен в Ашхабад-моле. У них пришла поставка новой техники, и сегодня про одну из них я вам расскажу. И нет, речь не о умном аквариуме, как вы могли подумать, он просто на фоне стоит. Что же это такое? Хоть вы и на обложке уже все увидели, но не будем медлить, начнем. Устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Итак, сейчас немножечко выйдем из кадра, чтобы затащить это в кадр на стол. Вот такая вот махина у нас сегодня на распаковку. Это умный робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus. Ребята, запакованный, свеженький, новенький, только что с поставки. И мы его сейчас распакуем. Я расскажу вам о его характеристиках. Я беру в руки ножичек. Мы разрезаем скотчик. Красота. Это мы убираем, нам не пригодится. Вот так это у нас все тут упаковано. Сейчас мы это все будем доставать, смотреть. Так, тут у нас ничего интересного. Тут непосредственно сам пылесос лежит. Это его зарядка, его домик. Сейчас мы все это достанем. Как это все достать? Тяжело, неудобно. Сначала вот это достаем. Все у нас тут в пакетике, все сложено, все упаковано. Перемещу это все на пол, чтобы было удобней. Все. Итак, не без помощи, но наконец-то мы его распаковали. Вот он сам, вот его домик, вот тут еще комплектующие. Сейчас все по отдельности посмотрим. В первую очередь давайте мы его сейчас достанем. Красивый запакованный, вот он. Пленочки он у нас вот здесь вот так вот смотрится. Кайф. Сейчас сначала я все распакую, потом расскажу уже вам о его характеристиках. Тут у нас комплектующие, мы с вами их сейчас посмотрим, откроем. Очень по виду краткая инструкция, как им пользоваться. Ну, я вам сейчас сам расскажу, это вам не надо будет. Вот такие вот зубчики дальше в комплекте идут. Две такие шваброчки, также вот такой вот язычок, мешочек, в который он скапливает мусор. И тут у нас лежит зарядное устройство. Да. Проводок. Вот такой вот у нас богатейший комплект из этой огромной коробки получается. Теперь поговорим о его характеристиках, что он вообще может и как им вообще пользоваться. Все на самом деле довольно просто. В отличие от классических пылесосов, он убирается сам, как вы уже могли понять. И если у вас возникнут вопросы, что, ну, вот, допустим, вот как он же не очень умный, он умный, и никаких проблем с ним не будет. Если вы боитесь, что он упадет у вас со второго этажа, то можете не бояться. Если он увидит перед собой лестницу или какой-либо край, он остановится у края и не упадет у вас. Можете не бояться то, что он поранится. Как же он определяет, перед него край или нет? По всему его периметру расположены камеры, то есть камеры у него 360 градусов, которые все время работают и строят маршрут. Работает он от приложения Mi Home, там же и настраивается время работы, тип работы. Также благодаря своим камерам он строит карту приложений, по которой дальше и ориентируется. Время его работы 2 часа, на зарядке он стоит 6 часов. За свою работу, а это 2 часа, я напоминаю, только что я сказал, он может убрать от 150 до 250 квадратных метров. Довольно много, согласитесь. Также есть два типа уборки. Это влажная и сухая. Сухая для вашего ковра, а влажная для вашего паркета, линолеума или чего-либо там ни было. В общем, не для покрытого пола. Также вот тут в этом домике у него хранятся два бачка для чистой и грязной воды. Он сам ее сливает, новую набирает, после работы сам очищается, после уборки, то есть он чистит не только ваш дом, но и сам себя. Также вы зададитесь вопросом, как же он будет, например, вот в углу убираться, как вот он такой круглый достанет до угла. А все достаточно просто, благодаря вот этим вот щетинкам. Они будут крутиться, и он в любое труднодоступное место без проблем сможет достать. Также в течение 45 дней он может хранить в себе мусор. Вот в этом вот мешочке он прицепляется вот сюда вот внутрь, и сюда вот сбрасывается мусор. В приложении вам нужно будет только настроить его время работы, когда он будет выезжать, когда он будет заезжать. Дальше он уже сам все сделает. То есть это действительно очень умный робот-пылесос. И вам не нужно будет заботиться
о нем. Он позаботится о вас и о чистоте в вашем доме. Потребляет он 70 ватт мощности. Объем пылесборника 0,35 литра. Объем для резервуара для воды у нас 80 миллилитров. Как я уже говорил, у него есть 3D-сенсор, то есть он строит потом маршрут вашего дома. Конечно, куда без искусственного интеллекта, он сейчас везде, в том числе и в нем. И вот такой вот небольшой пылесосик станет другом для вас и врагом для пыли в вашем доме. Если вы сомневаетесь, что вот он не сможет убрать в труднодоступных местах, что он не может подмести нормально ваш ковер, что он не сможет вымыть полы, то просто возьмите и попробуйте. Уверен, вы не пожалеете. Итак, вы спросите, какова ж его цена. Прямо сейчас в магазине Xiaomi в Ашхабад-моле вы сможете приобрести его за 10 600 манат. Приходите, покупайте, можете приехать на него посмотреть как минимум. Здесь вам про него все расскажут. Вдруг что-то я не рассказал. Адрес магазина и, в принципе, контактная информация сейчас у вас на экране. Можете зайти и сами познакомиться. Это не проблема. Ну и вот такой вот обзор у нас получился. Напишите в комментариях, как вам пылесос, взяли бы вы такой, или, может быть, вы уже пользуетесь роботом-пылесосом. Напишите обо всем в комментариях. Ну а в любом случае на этом пока что все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте про колокольчик, это важно. Так вы не будете пропускать новые и интересные выпуски. Не забывайте про старые, они очень интересные, так же, как и будущие. Да, ну и увидимся с вами, когда увидимся. Бывайте. И у нас тут очень много слотов. Как мы это покажем в кадре, Алаш? Вот это показать, типа, как все упаковано. Как можно показать? Ну, потом это обратно запаковывать придется. Сразу, да? Да, сейчас сначала покажем в кадре, как это смотрится.